Хотел как лучше, получилось не очень. Ну, главное все. Главное все. Здоров. Правда, велику хана. Для многих зрителей эндуро вообще непонятно, что это такое. Вот расскажи именно про формат гонок. Ну, эндуро в первую очередь это гонки, которые пытаются проверить гонщика с любой стороны. То есть это и выносливость, и умение педалировать, и умение проезжать скоростные техничные участки. И суть ее заключается в том, что существует несколько, так сказать, спецучастков, которые идут в зачет на время, с общим уклоном вниз, но они также включают и горки, и подъемы, ну и другие технические участки. Вот, и, собственно, вот эти вот спецучастки, между ними гонщик передвигается пешком. От одного участка к другому пешком идет. И вот, собственно, вот такая вот гонка динамичная, интересная получается. И действительно проверяется гонщик, его навыки, умения. Интересная, классная гонка, веселая. Раньше мы проводили так называемое Супер Д, то есть это нечто напоминающее эндуро, но в таком формате более скоростном, американском, там, скажем, потому что оттуда все это течение пошло. Когда человек забирается высоко в горы и спускается вниз по длинной трассе, более там 5, 6, 7 километров вниз все время катится, с совсем небольшими подъемами. Вот. На смену ему притом пришло эндуро, которое вот начало активно развиваться, и в этом году мы решили тоже попробовать провести подобное мероприятие на высоком уровне. До этого мы проводили такое местечковое соревнование. Я знаю, что Алушта Кап, вот эта серия гонок, да, ваша личная, она уже давно существует. Вот расскажи про историю, да, когда вы начали это все организовывать. Ну, я, к сожалению, не принимал участие в развитии и становлении Алушта Кап. Тогда это занимались ребята местные и московские ребята. Началось у них все с того, что они однажды, лежа на пляже, заспорили, кто быстрее катается. Ну, и это все переродилось в такой междусобойчик небольшой, там 10-15, может быть, человек небольшой совсем. И постепенно это вот переросло из года в год в такой огромный формат, когда собиралось уже 200-250 человек. Ну, это идет речь про скоростной спуск тогда еще. И что пожелаешь нашим зрителям из Якутска, нашим райдерам, контрищикам, ну и вообще всем любителям велосипеда? А что пожелаю? Пожелаю, во-первых, кататься, а во-вторых, выбираться из Якутии, допустим, к нам в Крым. Будем вообще очень счастливы вас видеть. Приезжайте, катайтесь, наслаждайтесь. Классные трейлы есть, в любое время гостиницы, все есть. Будем рады вас видеть. Вам успехов в катании, ну и ждем в гости.
Фу. Но вроде ничего, никто меня не догнал. Ну и я никого не догнал. Фу. О! О, GoPro. Собирай банкеты. Оператор едут. Какие варианты? Ну вы сами все видели. Хотел как лучше, получилось не очень. Ну главное цел. Главное цел. Здоров. Правда Вельку хана. Птица-то на месте хоть? Нет, колеса целое, это радует. Я думал, спица опять вылетела. Но нет. В общем, скользкая дорога, скользкая трасса, мокрые камни. Это совсем не то, что мы на тренировках ездили. Так что просто не удалось. Вот, я сейчас нахожусь в финишном городке. Там вот сзади меня стоят машины, которые повезут гонщиков обратно. Сами гонщики. Здесь вот есть палатка красная, под которой можно покушать. Ну, не палатка, а тент. Там вот палатка, где раздают, собственно, пайки. Вот. Ну, что можно про гонку сказать? Ну, не сказать, что сильно расстроился, но если бы было без падений, было бы гораздо лучше. Потому что, когда падаешь, ты теряешь время, соответственно. Упал на третьем спецучастке довольно жестко. По-моему, погнул руль еще сильнее. Отломал козырек, свернул монетку переднего переклюка. Вот, значит, вот мой байк. Ну вот в таком вот состоянии приехал на финиш. Вот, минус половина козырька, минус монетка. У меня теперь нет двойника. Сейчас только вторая звезда работает. Ну, в принципе, гонка понравилась. Я даже думаю, ну не валил, конечно, на все деньги, как в дни тренировок, но пытался стабильно проехать. Не получилось. Первые два СУ нормально были, а вот СУ третий что-то вообще не получилось. Ну вот, собственно, такие дела. А вот еще один участник, Серега. Он тоже пишет свой видеоблог. Расскажи, пожалуйста, Серега, как у тебя впечатления от этой гонки? Гонка на самом деле огонь, очень круто. Конечно, это утомительно, сколько, 4 часа гоняться. Но, блин, восторг, спецучастки очень крутые. Умудрился, слава богу, не упасть, потому что болтал на камеру, из-за этого ехал медленно, и это меня, видимо, спасло. А вот меня вообще не спасло. Что ты посоветуешь вот начинающим райдерам, нашим якутским? И вот я тебе уже маленько рассказывал уже про наш родной край. И вот что ты можешь им посоветовать? На самом деле, самое главное, что я могу посоветовать, это я выяснил сам на днях тут. Не пытайтесь ездить в горы на контрейной резине. Это полный провал. Как бы вам ни казалось, то, что килограммовые покрышки это плохо, не слушайте себя. Покупайте килограммовые покрышки, потому что, пробиваться по 8 раз за день – это не вариант. Ладно, спасибо, Серега, за интервью. Давай, увидимся. Класс. Пойду свои интервьюшки снимать. Пока. Давай. Ребята из Якутска, приезжайте сюда в Крым, и вы сможете почувствовать, что такое настоящие горные трейлы, покупаться в море, и даже в ноябре вы ощутите лето. Так что welcome, байк-тест вас ждет. А сейчас, ребят, здесь у нас один участник
самый-самый маленький. Зовут его Костя. Вот он. Да, скажи привет. Привет. Костя, расскажи, пожалуйста, как ты провел этот день гоночный? Прикольно, только убрался и бок себе чуть не сломал. Что? Чуть не сломал? Бок. Бок. Убрался на ровном месте почти. А сколько раз убрался ты? Я где-то сколько, папа? Ну, много я точно не знаю. Но ты финишировал, да, все спецучастки? Ну, я, да, все 4 финишировал. А, Костя, скажи, сколько тебе лет? 6. 6 лет, Костя. Вот видите, ребят, 6 лет ребенку, а он финишировал все, прошел это испытание. Ну, для тебя это было как, испытание или просто веселье? Для меня? Да, Ой, вот как для тебя? вопрос. Да. Ну скажи, сложно было или так? Ну, для меня это было, скорее всего, смотря на каких. На первом участке мне было веселье. Ага. На втором было веселье. На третьем была какая-то очень трудно. А на четвертом, тоже очень трудно. Короче, 2 участка хороших первых, а потом еще 2 плохих. Плохих, да, плохих. Ну, я думаю, много у кого так же, как бы, ты вообще молодец, Костя. Вот, вы представляете, в 6 лет ребенок катается. Ну, все, Костя, спасибо, ты молодец вообще. Пока. 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 Суперакция от Баяная. Делайте покупки в Баянай-центре от 5000 рублей и получайте шансы выиграть УАЗ-Охотник, сертификаты на МР, ВПО-208, бензопилы, мотобуры и другие призы. Официальный партнер акции — группа компаний «Колми». Будьте с Баянаем!